Здравствуйте! В эфире «День в истории Абхазии». Мы представим вашему вниманию информацию о событиях, произошедших в день 12 марта в нашей истории. 12 марта 1921 года заведующий отделом народного образования Ревкома Абхазии Самсон Чанба издал распоряжение об увольнении священнослужителей из учебных заведений. Вслед за этим распоряжением вышел приказ отдела народного образования Ревкома Абхазии о регистрации лиц с педагогическим образованием. 12 марта 1945 года Абхазский обком Компартии Грузии во главе с Мгеладзе проводят работу по переводу абхазских школ на грузинский язык обучения. В обкоме рассматривают докладную записку по улучшению качества учебно-воспитательной работы в абхазских школах. По итогам проверок комиссия пришла к выводу о нецелесообразности получения образования в абхазских школах на родном языке. А знание грузинского языка значительной частью абхазского населения, лексическое сходство грузинского и абхазского языков, единый алфавит диктуют необходимость обучения в абхазских школах на грузинском языке. И это явится большим стимулом в деле еще более успешного развития культуры абхазского народа, национальной по форме и социалистической по содержанию, подчеркивалось в этом документе. 12 марта 1949 года Георгий Гулия за повесть «Весна в Сакене» удостоен Государственной премии СССР. 12 марта 2003 года президент Владислав Ардзинба высоко оценил результаты сочинской встречи, состоявшейся по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. Эта встреча является еще одним подтверждением объективного подхода и активной роли России в урегулировании грузино-абхазского конфликта. Очень важно, что достигнуто согласие о продлении мандата коллективных сил СНГ по поддержанию мира и что в дальнейшем этот вопрос не будет выноситься на обсуждение каждые 6 месяцев, отметил Ардзинба. 12 марта 2003 года Народное собрание приняло закон об источниках формирования фонда компенсационных выплат Сберегательного банка. Закон определяет порядок выполнения указа президента Владислава Ардзинба, согласно которому вклады населения в Сбербанк, сделанные на территории Абхазии до 14 августа 1992 года, признаются долгами абхазского государства. Закон предписывает Сбербанку Абхазии создать фонд компенсационных выплат. В него должны поступать налоговые платежи, подлежащие уплате Сбербанком в государственный бюджет, а также дивиденды акционерного общества «Сбербанк». Компенсационные выплаты будут проводиться только тем вкладчикам, которые постоянно проживали в Абхазии с 1993 года. 12 марта 2003 года депутаты Народного собрания приняли закон о торгово-промышленной палате. 12 марта 2010 года состоялось первое заседание Госкомиссии по увековечению памяти первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба. Комиссия предложила установить памятник первому президенту Владиславу Ардзинба на площади Свободы в Сухуми, переименовать улицу Аяйра в улицу Владислава Ардзинба и присвоить Сухумскому международному аэропорту имя Владислава Ардзинба. 12 марта 2013 года в Москве состоялась очередная встреча президента России Владимира Путина с президентом Абхазии Александром Анквабом. Обсуждались вопросы восстановления и развития экономики, социальной и гуманитарной сфер. 12 марта 1937 года родился Джума Ахуба, прозаик, публицист, кавалер ордена Ахтябша, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулия. Активный участник национально-освободительного движения абхазского народа. В разные годы работал заведующим литературной частью Абхазского театра, консультантом Союза писателей Абхазии. С 1979 года главным редактором научно-популярного журнала «Абснаказара». Издал более 25 книг прозы и публицистических работ. Многие его произведения переведены на другие языки. В центре внимания писателя проблемы духовности, психологии человека. Во время Отечественной войны народа Абхазии часто бывал среди бойцов Восточного фронта. Оказавшись в зоне боевых действий, Ахуба попал в окружение и был взят в плен грузинскими гвардейцами. Впоследствии увиденное и пережитое писатель отразил в художественно-публицистических работах. «Неизбывное» – одно из них. Сам писатель называет это автобиографическое повествование романом «Былью». Айбешра хата юхум гарге юрги ало. Избанзера яхаб Лев Толстой трухлой аурусвине бешвур дало хонаха ария война и мир из хау вы рада дахан зам дал замс. Аха яра убрарин итизай. وبرأي يبخي نيجد دلا خذ شعره
ашхойче шымдырвай ерехата избо, ихата агрего. Берехата. Пушкин имхехея ахтха сылохрызква анагод. Сажа бишква хабту ханеума гиртажа бишква. Анцамте хушикар улахе кунацот. Улахе кунацот. Избанзар псазара ахата eskiniga aşağıpşi çoya ayacım. Yere yuntu ana algı ereytoy hata ihmet gaşı şay jaybaha ubra ara yexsep şege yapşaya beparage yan ho Pushkin dudze yere iyozi ihmet gaşı elbi ataku 12 марта 1940 года родился Анатолий Хагба, дирижер, народный артист Республики Абхазия. Выпускник Тбилисской консерватории, работал главным дирижером Государственного симфонического оркестра Абхазии, участник Отечественной войны народа Абхазии. После войны был дирижером Адыгейского симфонического оркестра, художественным руководителем и главным дирижером Государственного камерного оркестра Абхазии. Анатолий Хагба был первым исполнителем многих симфонических произведений абхазских композиторов. Я рассматриваю симфонический оркестр как один из атрибутов государства. Мне иногда даже грустно, когда я думаю, что вижу, что в Сочи есть симфонический оркестр, в городе, в Адыгее небольшой. Да, понятно, что здесь была война, что здесь очень много других проблем у государства, у правительства, но все равно программа возрождения классической музыки, она одна из приоритетов с моей точки зрения, потому что национальные танцы – это здорово, это душа народа, это характер народа, это будущее народа, будущее сохранение традиций национальных, все понятно. Но существуют и общечеловеческие ценности, которые обязательно, особенно детским, вот этим хрупким детским душам нужно прививать. 12 марта 1957 года родился Савелий Читанава, ботаник, флорист, кандидат биологических наук, автор 40 научных публикаций, в том числе 3 монографий, посвященных вопросам флористики, охране природы и этноботаники и народной медицине абхазов. Член Русского ботанического общества, член Московского общества испытателей природы. С 2014 года председатель Государственного комитета по экологии и охране природы. 12 марта 1964 года родился Батал Хагуш, кандидат филологических наук, общественный деятель, участник грузино-абхазской войны. После войны стал деканом филологического факультета, был депутатом парламента Народного собрания Республики Абхазия 2 созывов, с 2003 года заведующий кафедрой абхазского языка Абхазского государственного университета. 12 марта 1975 года родился Тамаз Джопуа, герой Абхазии. Окончил хореографическое отделение Сухумского культпросветучилища, танцевал в ансамбле «Шаратын». С первых дней войны находился в рядах абхазского ополчения. Во время операции по освобождению Гагры Джопуа подбил 3 БМП, 1 КШМ и 1 БТР. Был ранен. Участвовал в мартовской наступательной операции на Сухум, затем во всех крупномасштабных боевых операциях на Восточном фронте, сентябрьском наступлении на Сухум и в боевых операциях на Ладском направлении. После войны погиб в автокатастрофе. И в заключение выпуска информация о погоде. За последние 10 лет в день 12 марта самая высокая температура была зафиксирована в 2013 году. Это 12 градусов. Самая же низкая температура в 2011 – 4 градуса. Это вся информация на сегодня. Всего доброго. Увидимся завтра на канале Абаза ТВ.